Здравствуйте, Владимир Валерьевич. Спасибо большое, что нашли время для абхазского телевидения. Наверное, хочется вернуться назад и поговорить о сложившейся ситуации. Весной 2020 года весь мир охватила пандемия. С какими проблемами тогда наше правительство столкнулось? Добрый день, Рената Геннадьевна. На самом деле, как, наверное, и для многих стран мира, для Абхазии это стало прежде всего неожиданностью. Неожиданностью прежде всего стало это для лиц, которые подверглись заражению. Но одновременно эта неожиданность и постигла тех людей, которые впоследствии активно занимались спасением жизни людей и здоровья наших граждан. На самом деле пандемия очень пагубно сказалась на многих аспектах жизнедеятельности государства. Несомненно, она коснулась и нашей страны. Как известно и как помнится, в начале прошлого года, когда мы только начали оценивать предпосылки к тому, что может произойти дальше с пандемией, были приняты, на мой взгляд, единственно правильные решения, которые выразились в ограничительных мерах, причем очень строгих ограничительных мерах были приняты такие решения, которые выразились в ограничении перемещения через государственную границу. Это важно, это прежде всего такие меры позволяют дать обществу понять, что государство заботится о своих граждан и ставит прежде всего приоритетным жизнь и здоровье. Ну и впоследствии, разумеется, по мере уже охвата наших граждан вот этой эпидемии мы стали понимать, что это, возможно, сразу не закончится. И начали принимать соответствующие меры. Об этом уже так разновременно говорилось, но я, наверное, на самых основных остановлюсь, прежде всего на действиях, которые были сделаны руководством страны в нормативно-правовом регулировании. Конечно, здесь решения сразу были приняты президентом страны об ограничительных мерах, они все известны. Введение ограничительных мер носило, в частности, обязательный характер, это в том числе и средства индивидуальной защиты, которые, я с уверенностью говорю, я об этом, наверное, и позже скажу, с уверенностью могу сказать, что это один из способов безопасности и защиты населения от этой инфекции. Впоследствии разновременно, с учетом динамики роста и снижения и вообще в принципе показателей по этой болезни на территории Абхазии принимались различные решения нормативного характера. На сегодняшний день, как известно, мы имеем несколько иную картину. Это усилия, в том числе, которые были приложены на протяжении всего года, дали определенный результат. Сегодня мы наблюдаем некоторое снижение, но это абсолютно не дает поводу нам всем расслабляться. Если вы позволите, уже в развитии нашей беседы я поподробнее остановлюсь на отдельных конкретных мерах, на наш взгляд, которые в принципе необходимо соблюдать и которые являются действительно эффективными. Экономическая ситуация, которую вы на тот момент получили, она не благоприятствовала решению ряда вопросов, в том числе и решению в борьбе с пандемией. Но государству удалось спонсировать больницы, в том числе в Гудаутскую ЦРБ было перечислено порядка 200 миллионов рублей. Откуда шло финансирование и как удалось изыскать такие финансовые возможности? Я вот что хотел бы по этому поводу сказать. На самом деле на тот момент страна уже начала давать оценку общему выпадению государственных доходов. Такая оценка была сделана в марте месяце,
и она достигала объема до 2 миллиардов рублей. Это колоссальный масштабный бюджетный шок претерпела бы страна. Это сложно было бы даже сегодня оценивать, что могло бы произойти в тот период, если бы мы бы подошли бы к таким показателям отрицательным. Здесь, конечно, были приняты самые первоочередные меры. Это полная мобилизация доходов бюджета нашей страны. Это повышенные меры администрирования, это повышенная ответственность руководителей за выполняемые обязанности. И вот этот вот механизм последовательности, он, откровенно говоря, помог нашей стране достаточно стабильно на тот момент удержать ситуацию. Несомненно, одними такими действиями не смогли бы удержать ситуацию. Конечно, были определены и пересмотрены, кардинально пересмотрены структура расходов нашей страны. Прежде всего, опираясь на их приоритетность. Приоритетность, она была обозначена, об этом даже не надо было догадываться. Это вот само собой, это, конечно, борьба с ковид. Конечно, это меры по защите нашего населения от этой инфекции. Это такое емкое понятие меры по защите населения, но когда в структуру этих мер погружаешься, то, разумеется, это из многих составных частей, да, она состоит из многих частей. К примеру, я могу сказать, что после того, как определился нормативно у нас Гудаутская центральная больница как Гудаутский госпиталь, главный ковидный, да, конечно, повышенное внимание, острое внимание на это было обращено. Туда на самом деле направлялись колоссальные масштабные ресурсы. Бюджетных ресурсов достаточно много было направлено, но я хочу сказать и о них, и о той солидарной помощи, которую оказало в том числе и население нашей страны, граждане, бизнес-структуры, соотечественники за рубежом и многие другие лица, которые и по сей день оказывают эту поддержку. Вот это вот перекрестное, многоуровневое оказание поддержки на реализацию вот этих мер позволили нам выходить из этой ситуации. Ну, уже, как мы понимаем, достаточно стабильно мы держали эту систему под контролем. Очень масштабные ресурсы были направлены главой государства на эти цели. И президент страны, и премьер-министр очень чувствительно относились и относятся к этой проблематике. В приоритетном порядке финансировались эти расходы. Там целые перечни и программные мероприятия были приняты по поддержке. На масштабные ресурсы были приобретены медицинское оборудование, медикаменты. Общий объем на сегодняшний день оценивается больше 375 миллионов рублей. На сегодняшний день мы прогнозируем, естественно, при соблюдении мер и контроля за этими мерами ограничительными, конечно, прогнозируем, что всплеск не должен произойти. Но я прежде всего хочу сказать о том, что еще раз напомнить нашим гражданам, что именно соблюдение вот этих мер позволило нам наблюдать результаты, которые привели к принятию решений об снятии. Сегодня у нас действует еще в стране ряд ограничительных мер. Очень трепетно мы относимся к социальной сфере в этой части. Поэтому до сегодняшнего дня еще нет разрешений заниматься в спортивных секциях. Это, конечно, тоже очень тревожно, и мы хотим, чтобы все предпосылки для этого были, чтобы предложить на оперативному штабу и эти ограничения снять. Но все это возможно только после того, как мы будем понимать, что есть безопасность того, что у нас не будет всплеска
что у нас минимизирован риск по заболеваемости. Конечно, мы не можем опираться только вот на стихийный сегодняшний день. Мы, разумеется, смотрим и в обозримое будущее. У нас прогнозируется уже тоже на основе уже реальных показателей, уже реальной перспективы прогнозируется достаточно масштабный курортный сезон. Но масштабный курортный сезон – это вовлечение, значит, в экономику тех же самых инвесторов, потенциальных. О потенциальных инвесторах я говорю именно как о туристах. Но это нам дает повод и думать о том, что страна должна быть безопасной прежде всего со стороны этой болезни. Вот. Здесь очень предметно, аккуратно надо подойти к началу курортного сезона. Еще раз я и в частных беседах, и в публичных об этом говорю. Только соблюдение требований нам позволяет принимать решения, открывать возможности для того, чтобы ограничения и в будущем снижались, и в будущем сокращались. Я, наверное, вернусь к 2020 году. Какие масштабные мероприятия были проведены? Мы хорошо помним, особенно октябрь-ноябрь прошлого года, когда наблюдался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тогда распоряжением президента было принято срочное решение о увеличении коечного фонда по стране. Поручение было выполнено об увеличении расходов на приобретение специализированного оборудования, и много других решений было принято, которые позволили увеличить, несомненно, и коечный фонд. Он составил более 500, были развернуты практически по всей территории страны, во всех районах и там, в лечебно-профилактических учреждениях. Потом, соответственно, самую масштабную нагрузку по ПЦР-линиям, конечно, несла это наша государственная эпидемиологическая служба. Но здесь мы понимали, что сеть должна быть развернута. И вот тогда с помощью наших коллег с Российской Федерации, перераспределив объемы финансовой помощи, еще раз подтверждая приоритетность этих расходов, была организована ремонт сначала, потом и ПЦР-линия в Очимчире и в Гагарской ЦРБ. Вот это вот возможность, которая немножко разгрузила. Вот, говоря о восточной части Абхазии, такие больницы, как Очимчирская и Ткварчальская, они, можно сказать, разгрузили всю территорию, они стали каким-то таким спасательным пластом. Насколько государству было непросто запустить именно в ковидном направлении эти больницы. Насколько мне известно, в больнице Ткварчала даже не было ни одного летального исхода. Да, на самом деле, как и по всей стране, и в Очимчирском районе, и в Ткварчальском районе, конечно, к этому никто не был готов. И вот это, как говорится, мобилизация, вот эта группировка, прежде всего сознание в голове вот этих работников, да, которые заняты. Я о них часто говорю, и мы, наверное, всей страной будем всегда об этом говорить и помнить, какие они совершали поступки, они на грани героизма, да, подвигов. Ну, в Очимчирской больнице срочно были созданы эти условия, и люди понимали, вот, и потом мы обратную связь от людей получали, да, там все достойно, все хорошо, Ткварчал аналогично, там, в Гагарском районе аналогичная ситуация. Вот у меня убежденность есть, вот стопроцентная уверенность, что наше общество прониклось вот этой атмосферой, и начиная даже с экономической поддержки друг друга, да, социальной поддержкой, там, моральной, гуманитарной поддержки. Вот общество начало понимать, что мы все находимся в сложной ситуации, и начали друг другу помогать. Опираясь на особый труд медиков, я хотел бы сказать о том, что за период у нас апрель прошлого года и вот февраль текущего года
уже более 77 миллионов рублей направлено на дополнительную выплату заработной платы работникам, которые заняты были в ковидных центрах. Вот вчера было подписано распоряжение президента о финансировании таких расходов за февраль. Сегодня деньги на эти цели уже направлены в Министерство здравоохранения, так что вот будут обеспечены эти выплаты. Мы понимаем, что такие объемы средств, которые направляются на эти мероприятия, они связаны с особыми условиями. И несмотря на то, что, еще раз повторюсь, мы наблюдаем некоторый спад, мы все-таки при формировании показателей на следующий год бюджета мы предусмотрели на реализацию мер по защите нашего населения от этой инфекции прямые бюджетные средства в объеме 50 миллионов рублей. Депутаты парламента единогласно поддержали такую позицию, и мы уже сегодня начали реализовывать эти мероприятия. Дело в том, что борьба с ковид, а именно, вот я еще раз повторюсь, внутри, если распределиться, то это не только лекарство от этой инфекции. Да? Как правило, пациентами этой болезни становятся лица, которые, к сожалению, имеют и другие болезни сопутствующие. Конечно же, надо и этим заниматься, и лечить. И вот этот комплекс мер, который необходим для лечения больного, мы стараемся обеспечивать своевременно и в полном объеме. Вот такая на сегодняшний день картина складывается. Вот мы сейчас о всех больницах сказали, но одну мы упустили — инфекционная больница. Если раньше мы как-то особо о ней не говорили, зная о ее состоянии, то сейчас эта больница просто стала каким-то таким мобильным действием для населения. Какая судьба теперь ждет инфекционную больницу? Будет ли она такой же мобильной в дальнейшем? Может, у вас есть какие-то планы в реорганизации этого учреждения? Инфекционная больница, да, это яркий пример, несомненно. Это яркий пример того, что вот она есть опора, откуда надо двигаться дальше. Конечно же, когда отойдет эта болезнь, с которой наша страна уже борется год, инфекционная больница приобретет новый импульс развития. Мы на это рассчитываем. И туда с силами администрации города, и поддержкой республики, центральных органов госуправления, туда было тоже обращено особое внимание. Конечно, несомненно, это все, это становится, еще раз повторюсь, таким центром, опорой, на которое можно опираться и сказать, вот, правда, случай такой к этому привел, но вот оно получилось, и надо идти только в развитие. Говоря о том, насколько необходимо соблюдать меры, я бы хотел, чтобы не только с уст моих это было. Мы все прекрасно слышим и слушаем наших уважаемых специалистов, врачей. Сегодня мы знаем, что в инфекционной больнице города Сухум находятся больные с ковидом. И выступление главврача, его надо послушать и оценить. Он призывает наше общество соблюдать. Мы как-то совсем приняли ситуацию настолько в отдельных случаях вольно, что можем позволить себе не соблюдать, причем, я напомню, обязательный масочный режим. Я очень часто и именно на это делаю акцент. Дело в том, что мы стоим на пороге, сейчас курортного сезона. Активная фаза сейчас развития сельскохозяйственных работ. Слава Богу, мы заимели возможность возобновить, оперштаб предложил, президенту было принято решение о возобновлении учебного процесса. По сути, социальный договор, решение
и вот эти ограничительные меры. Если мы их соблюдаем, ограничительные меры нам дают... Там же нет инструмента вот такого вот давления, что вот мы хотим там именно это запретить. Нет, все основывается на выводах. Если мы обратно в стране будем наблюдать рост заболеваемости, но какие могут быть предложения? Они очевидные. Обратно мы начнем предлагать, вот это нужно ограничить, вот это нужно ограничить. А если мы пойдем адресно, да, допустим, по районам, ну, не хочется, чтобы такие выводы были сделаны. Поэтому, еще раз повторюсь, я внимательно послушал главного врача вот, инфекционной больницы. Прислушаться надо к этому. Надо прислушаться к санитарному врачу нашей страны, к другим медицинским работникам, представители, там, медицинские работники республиканской больницы, большая часть из которых побывала в Гудаутском ковидном госпитале, в красной зоне. Но они же рассказывают то, что они видели своими глазами. Но неужели мы не должны прислушаться к таким выводам? Это очень важно. У нас очень хорошие предпосылки есть, очень-очень хорошие есть предпосылки, если мы вот... Причем ограничительные меры, они настолько минимизированы, они особо не напрягают общество. Это не такие вещи, когда там полный локдаун стоит, нельзя ходить там в определенное время в те места, там, заниматься таким-то видом деятельности. Все достаточно пока несложно. Будем наблюдать рост, конечно, будут другие выводы. Я несколько цифр приведу, наверное, по стране, что у нас произошло по показателям ковидным. Об этом министр здравоохранения информировал общественность. Но вот 30 число, то 13,5 тысяч у нас заразившихся ковид. 13,5 тысяч. Из них 12 960 выздоровевших. Достаточно высокий процент выздоровления. Это характерно для того, чтобы, еще раз повторюсь, чтобы в такой динамике вот двигаться. К большому сожалению, мы потеряли вот более 200 человек. Это, конечно, очень трагично, очень-очень трагично. И я хочу сказать, что и среди них есть и работники системы здравоохранения. Это тоже очень, очень важно еще раз обратить на это внимание, что тот, кто борется за жизнь другого, да, он подвергается опасности. Кто больше, чем медики, хотят находиться рядом со своими семьями? Ну, давайте им поможем, чтобы они, как говорится, почаще находились вот нашими действиями. Вот такая вот в целом, на мой взгляд, картина, которая складывалась в течение этого года по ковид. Прошлый год был достаточно тяжелый, начало непростое. Помимо проблем с ковидом и с пандемией, с какими сложностями или, может, рядом вопросов сложных государство столкнулось? Несомненно, оставить все, задачи, функции государства, вот, и заниматься только этой тематикой, это невозможно. Несомненно, мы столкнулись прежде всего с масштабными трудностями по отсутствию необходимых средств на реализацию основных задач и функций государства, по их финансовому обеспечению. Наверное, помнится о том, что был период, когда мы полных 2 месяца не смогли выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы. Но вот это еще раз, вот такие условия, еще раз, я повторюсь, очень масштабно начинают мобилизировать людей, которые вот непосредственно предметно и по прикладному занимаются своей работой. Здесь приняты те меры, о которых я говорил раньше, они начали срабатывать эффективно, и уже в сентябре месяце мы получили возможность погасить задолженность по заработной плате по всей стране и потом уже в своевременном и полном объеме выплачивать дальше. Конечно, социальные расходы и социально значимые расходы для страны, они являлись приоритетными.
Мы понимали, что и система здравоохранения на первом месте, но мы понимали, что из-за снижения экономической активности наши граждане лишились доходов. Но вот здесь какие-то меры поддержки тоже необходимо было делать. Прежде всего надо было начинать с решений. Какие решения надо было принимать? По отдельным территориям были приняты решения об освобождении от уплаты арендных платежей. Были предоставлены отсрочки по отдельным видам налогов, других обязательных платежей. Да, это, наверное, не очень масштабно, да, но это работало, это сработало. Вот. Достаточно большое количество наших граждан попало в трудную жизненную ситуацию, и они вынуждены были обратиться к руководству страны за оказанием материальной помощи. Я вам хочу привести несколько цифр. К примеру, по 2020 году 172 миллиона рублей было направлено на оказание адресной материальной помощи нашим гражданам. 172 миллиона рублей. Получателями такой помощи стали 2600 наших граждан. И сегодня такая работа продолжается. И сегодня оказывается поддержка. Несмотря на такие сложности, прошлый год все-таки нам дал возможность в период более-менее стабильной ситуации провести и ряд мероприятий культурного, спортивного характера. Как известно, в стране прошел чемпионат Абхазии по футболу, проведены ряд мероприятий в сфере культуры. Это важно, что основные задачи и функции государства, они выполнялись. Может, не в тех масштабах, может, не в тех объемах ожидаемых, но я убежден в том, что они были проведены в нужное время. Это надо было сделать, это было сделано, это необходимо было сделать. Мы говорили с вами вначале о том, что могло бы привести, если бы мы не получили вот эти 2 миллиарда рублей, да, для бюджета. Да, это было бы, конечно, еще тяжелее. Но итоги года нам показали, что из 2 миллиардов рублей мы все-таки смогли 1 200 000 восстановить. Вот, порядка 800 миллионов, а если точнее, 793 миллиона рублей страна недополучила. И вот когда мы шли к этой отметке, мы точно понимали, что нужно здесь было разделить приоритетность расходов. Она была разделена. Она была даже разделена на уровне не только техническом. Техническое оно основывалось уже на основании решений президента, были приняты меры по стабилизации бюджетной системы, по определению приоритетности были приняты меры на уровне решения, вернее, на уровне Кабинета министров. Ну и потом, что дало возможность всей бюджетной системы достаточно стабильно удерживать ситуацию. Даже хочу отметить, что наши местные бюджеты, наши территории, да, есть показатели, которые привели к перевыполнению ожидаемых значений. Это тоже очень важно. Это тоже очень важно, потому что активность где-то, она повлияла на рост. Вот этот ритм, который задан, да, он сохраняется. Если брать показатели первого квартала, которые закончились, мы прежде всего, конечно, опираемся на собственные силы, да. И когда идет оценка, допустим, экономических показателей, а сколько смогла собрать Абхазия сама? Ну, я вам хочу сказать, что мы за первый квартал, если сравнивать с предыдущим годом, с аналогичным периодом, то мы на 20% идем в рост. Если в сравнении с 2019 годом, то это еще больше. Вот именно это сегодня нам дает возможность уже точно понимать, что можно переключаться на иные расходы, возможно, капитального характера.
То есть мы видим некую стабилизацию, да, в этой системе. Еще раз повторюсь, это при том уровне ситуации или положения с ковид, который мы сейчас имеем. Ну и Конечно, ситуация сейчас нестабильная, скачки. об этом я и говорю часто. Внимательнее надо, придерживаться нужно. Это очень важный аспект, очень-очень важный. Но я сейчас себе даже не хочу представить, если мы будем обсуждать возврат к ограничительным мерам. Но не хотелось бы даже это обсуждать, не то что вот ставить вопрос на повестку, что да, это необходимо. Общество волнует вопрос вакцинации. Будет ли в Абхазии проводиться вакцинация, будет ли это бесплатно для населения, и если есть какие-то данные у вас, какую сумму обойдется это государству? Мы по этому вопросу обратились к нашим партнерам, стратегическому партнеру, союзнику Российской Федерации. Было обращение руководителя государства, потом были уже проработаны вопросы самим Министерством здравоохранения. На сегодняшний день мы имеем вот такую информацию, что наши коллеги готовы нам оказать поддержку в предоставлении вакцины на территорию Абхазии. Дело в том, что вакцина тоже она распределяется в соответствии с потребностью той или иной страны. Мы понимаем, что на территории Российской Федерации вот это вот создание этой вакцины, да, это достижение человечества. Это на самом деле, вот правильно было сказано, что это достижение, его надо признать. Вакцина работает. Но вы спросили о том, что будет ли она бесплатная. Но для граждан Абхазии она точно будет бесплатная. Это очевидные вещи. Да? Мы так полагаем, что вакцина, которая будет привезена в Абхазию, она будет оказана в рамках нашего взаимной помощи, оказания ее. Мы знаем, Российская Федерация предоставляет во многие страны, но мы, естественно, тоже ее ожидаем. Ожидаем. И еще очень много значит, на эту тему рассуждений. Она будет обязательная или она будет добровольная. Да, несомненно, она будет добровольная. Конечно, вакцинироваться будут лица, которые приняли сами решение на это. Ну, несомненно, с точки зрения здравоохранения будут какие-то рекомендации, там, возрастные ограничения, там, первоочередность, ну и так далее. За все это время на территории Абхазии свыше 180 медиков оказывали помощь нашим гражданам. Большая часть из них сами перенесли коронавирусную инфекцию. Кто-то более легче, кто-то сложнее. Нужны ли сейчас средства, которые понадобятся на реабилитацию наших медиков? Есть ли в этом необходимость? Какое участие государство будет принимать в этом вопросе? Буквально в начале этой недели у нас прошло совещание с представителями Министерства здравоохранения, ну, в частности, министр здравоохранения был, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства, председатель Фонда социального страхования и охраны труда, вот, и министр социального обеспечения. Речь шла о подготовке к реализации предложения об оказании социальной поддержки именно прежде всего такой категории медицинских работников. Мы все понимаем, что их труд вот в течение года, он неоценим. Это безусловно, да, то, что мы наблюдали на экранах телевизоров, то, что мы слышали от наших знакомых, родных, близких, как это происходит в красной зоне. Да, это очень тяжело, и поэтому мы предложили, что именно в этот период, еще раз повторюсь, с учетом показателей на сегодняшний день, именно в этот период необходимо этим лицам пройти реабилитацию, если есть такие медицинские показания, несомненно. Мы ожидаем, что на наше предложение откликнутся многие работники системы здравоохранения. Уже по обращению министра к лечебным профилактическим учреждениям, а вернее главным врачам, уже собраны списки. Они переданы, соответственно, в Министерство социального обеспечения, находятся также в Фонде социального страхования и охраны труда.
Ресурсы будут направлены именно с этого фонда, там позволяют бюджетные средства по мере готовности, причем готовность обоюдная должна быть, как и фонда, так и непосредственно тех лиц, которые хотят получить эту реабилитацию, будут направлены в санаторно-курортные учреждения. Если есть желание, значит, пройти подобное лечение при наличии условий на территории Абхазии, это можно сделать, разумеется, на территории. Если нет, то за ее пределами Российской Федерации. Какие надежды возлагаете на текущий год? На текущий год, как всегда, в этом смысле мы не должны падать духом. Мы еще раз для себя поняли, что в самых сложных условиях, если сгруппироваться, если принять важные, правильные решения, которые способствуют изменению ситуации к лучшему, но вот в частности последовательность их должна, предсказуемость решений, то тогда ничего страшного не произойдет. Но еще раз, возможно, такие решения и не смогут изменить ситуацию. Скорее всего, не смогут, если мы все вместе, еще раз подчеркну, не будем к этому относиться, я имею в виду как граждане уже, к этому относиться очень серьезно. Опираясь на прошлый год, на опыт прошлого года, мы видели, что произошло с экономикой. Мы последствия тоже видим. Но как можно говорить об инвестициях при таких условиях? Как можно говорить о наполняемости бюджета при таких условиях? Как можно говорить о своевременной оплате налогов при таких условиях? Когда люди попали вот в такие ситуации сложные. Когда граждане обращаются за прямой поддержкой к руководству страны, и эти же люди являются предпринимателями, да, которые вот попали ситуацию, связанную с ограничительными мерами. Но такого точно не должно долго продолжаться. Поэтому соблюдение мер, требовательно относиться к семье. Я вспоминаю случай, когда 15 февраля возобновился образовательный процесс, и тогда я посмотрел вот детишкам в глаза. Дети соскучились друг по другу. Но давайте им дадим возможность вот больше не расставаться, да, в классе, вот это живое общение, это диалог между преподавателем и учеником. Это же важные вещи. Это важные вещи, которые дают возможность развивать наше общество. И мы будем наблюдать из-за того, что мы не можем соблюдать там обязательный масочный режим, либо какие-то, это несложные ограничения. И мы будем наблюдать рост заболеваемости и обратно будут такие предпосылки. Вот идет рост заболеваемости, надо там это ограничить, то ограничить. Вот такие ожидания у нас. Если мы будем более ответственно относиться вот к этому делу, то у нас, несомненно, все получится. Я еще бы, наверное, хотел сказать о тех предпосылках, которые ждут вот в 2021 году нас. Несомненно, ведется активная работа. Вот я могу, наверное, сейчас сказать и за своих коллег. Как только мы начали выходить с ограничительных мер, тут же началась масштабная активизация во всех сферах. Это очень важные вещи. Сейчас люди ищут новые коммуникации, контакты ищут для налаживания связи. Конечно, мы не исключение, и поэтому находиться вот в этом вакууме нам точно не стоит. Еще раз хочу обратить внимание на подготовку к курортному сезону. Это очень-очень важный аспект. Это же доходы наших граждан, это доходы наших предпринимателей, юридических, там, индивидуальных юридических лиц. Это доходы бюджета. Доходы бюджета — это своевременная выплата зарплаты. Это возможность реализации каких-то инвестиционных новых проектов. Вот. Ну и многое другое. Это же все взаимосвязано. И если мы обратно позволим себе вот эту вот роскошь несоблюдения, обратно мы вернемся в этот. И обратно у нас будут такие же с вами разговоры. Что удалось сделать в борьбе с коронавирусом, или там, с экономическими сложностями. Не хотелось бы, чтобы мы
возвращались вот к такой тематике. А говорили о ней как о прошлом, об истории. Вот было, удалось, что-то не удалось. Ограничительные меры у нас будут действовать пока еще официально до 12 апреля. Да. Если у вас какая-то информация, может быть, в повестке дня озвучивалась, дальше какие меры будут предприняты, и все-таки курортный сезон не за горами. Для курортного сезона, может быть, что-то отдельно будет уже распланировано, потому что надежды возлагают колоссальные на этот год. Конечно, я вот именно с этой точки зрения и хотел бы еще раз подчеркнуть. Теперь уже подводя к окончанию ограничительных мер, как вы заметили, к 12 апреля, здесь уже более предметно штаб соберется и будет более предметно обсуждать уже тематические направления. Вот совершенно правильно вы напомнили о том, что именно курортное направление будет выделено в отдельное рассмотрение. Да? Оно точно будет основываться, еще раз повторюсь, на выводах санитарно-эпидемиологических. Нам очень важна граница, курортный сезон, это же прежде всего наши границы, морская, может быть, там, сухопутная с Российской Федерацией, от кого мы ждем. Здесь надо продумывать очень тщательно. Здесь, конечно, соответствующие службы, там не только Министерство здравоохранения, несомненно, здесь и Министерство по чрезвычайным ситуациям, правоохранительные органы очень важную роль сыграли в период ковида, очень-очень важную роль сыграли. Вот. Потому что и сейчас вот подготовки сезона, и сейчас очень важно то, что все службы, если, как и прежде, будут действовать вот во взаимодействии, да, между собой, то тогда мы будем точно понимать, к чему мы можем прийти там, вот, в обозримом будущем, через неделю, через 2 недели. Вот такая вот цепочка, вот такая взаимосвязь между органами, ответственными за вот эти мероприятия, они точно принесут результат, они точно дадут положительный эффект. Каждый день оценку давать ситуации по ковиду, это же пересечение, да, через границу. Надо будет смотреть, может, какие-то особые надо будет режимы вводить. Может, наоборот. Мы постоянно изучаем международный опыт. Постоянно. Может, персональная ответственность руководителей? Ну, я вам... На местах, гостиниц, санатории. Здесь это точно. Это вот 100%. Конечно, курортный сезон начнется, надо принимать все необходимые меры, чтобы не было такого, чтобы санитарно-эпидемиологические организации не приходили и не блокировали деятельность. А что значит блокировать деятельность? Блокировать — это значит, этот объект создает угрозу потенциальную для здоровья в первую очередь, а для жизни потом людей. Я думаю, что здесь самосознание — это очень важно, и очень полагаю, что оно вот просто повышено. Вот, мне просто самой любопытно, какая вероятность того, что, предположим, что есть заразившийся человек в том или ином здании, что это здание будет закрыто на какой-то период времени, если даже не на весь курортный сезон, то хотя бы для того, чтобы продезинфицировать все это здание. Будет ли такое вот в виде, может, штрафных санкций или еще что-то? Ну, дело в том, что на самом деле меры административной ответственности по этому случаю необходимо менять. Я с вами полностью в этом смысле согласен. В случае, если такое будет, ну, конечно, ограничительные меры по изолированию, они, конечно, будут. Они и сейчас проходят. Они и сейчас проходят. Вот даже можно взять пример образовательных учреждений. Мы получаем информацию ежедневную по разным по всем районам, да, потом она группируется, консолидированная эта информация. Если вот, к примеру, берем по системе образования, если в классе есть у нас вот этот случай, то все, идет изоляция. Это ничем нам не мешает то же самое предложить и в курортной сфере. Ничего здесь страшного нет.
Мы же на первый уровень ставим саму защиту, да и сам человек понимает, что с ним может произойти. Организация общественного питания именно в курортных объектах тоже важный аспект. Санитарные эпидемиологические требования. У нас есть соответствующие приказы Министерства здравоохранения, которые разъясняют порядок работы в общепите, вот сейчас по стране. Есть санитарные эпидемиологические требования по образовательным учреждениям. Это вот как раз были приняты решения в период снятия ограничений и возобновления образовательного процесса, и потом следующее, значит, общественное питание. Вот их соблюдать, то у нас, полагаю, что не будет опасений. Ну а если мы, как я повторюсь, если мы, знаете, как на слух слышим по сводкам, что сегодня 6 человек заразившихся, да, ну все хорошо, все, значит, идет на спад. Давайте немножко расплавимся. А завтра слышим 50. И 6, и 50 тоже много. Вот когда ни одного не будет, вот тогда мы можем сказать, что и длительное время, вот тогда будет все хорошо. Поэтому требовательный, очень требовательный к этому надо относиться. И по этому поводу еще будет много совещаний. И в принципе по подготовке к курортному сезону. Там же не только аспекты системы здравоохранения, там и жилищно-коммунальное хозяйство надо, чтобы оно было организовано, подключено. Это же взаимосвязано все, буквально. Мы готовимся к принятию людей, которые уже возможно, тоже пережили это. И они уже видели эти меры, как борются с ними у себя в городах. И теперь мы их приглашаем сюда, они приедут отдыхать, и для них ничего нового не должно произойти. Они должны точно так же понимать, что за их здоровьем следят, беспокоятся, тревожатся, вот соблюдаются такие-то меры. Спасибо большое за беседу. Мы надеемся, что вы в дальнейшем будете сотрудничать с государственным каналом. Конечно, это точно. Да, Рената Геннадьевна, вам большое спасибо за предоставленную возможность мне рассказать коротко, правда, рассказать о том, что за прошлый год сделано и что делается сейчас. Мы всегда готовы дать информацию, поделиться в любое удобное для вас время, пожалуйста. Мы, естественно, будем придавать огласки, освещать основные аспекты деятельности и в этом направлении, и во многих других.